Каждому из нас в жизни нужен наставник. Это аксиома. Особенно в наставнике нуждаются те, кто живет вне семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей. Они, как никто, знакомы с этой проблемой. Именно для таких ребят была создана программа наставничества, которая позволила многим из них обрести свой путь. Наставники появились в их жизни в нужный момент, чтобы юный гражданин не остался один на один с таким большим и пока незнакомым миром. Сегодня Диана Стручкова – любимый учитель у 26 непоседливых второклашек. Она гордится своей работой и абсолютно уверена, что нашла свое призвание. Но еще несколько лет назад выпускница детского дома металась в выборе профессии, и только добрый совет наставника помог ей определиться с выбором жизненного пути. На самом деле я даже не думала, что я буду работать в сфере образования. Я сама очень хорошо танцую и думала, стану хореографом или мечтала стать юристом, работать в Следственном комитете. А сейчас я вот смеюсь иногда и думаю, что это на самом деле вообще не мое. А вот благодаря наставникам, то, что они мне все-таки указали правильный путь, помогли в выборе профессии стать учителем. И это на самом деле правда мое, я это чувствую. Нашел свой путь и Данил Фролов. По его словам, наставничество Людмилы Николаевой помогло не только определиться с будущей профессией, но и дало ту самую заботу, которой ему так не хватало. Мы много общаемся, в основном такие обычные жизненные ситуации, чему меня не научили, скорее всего, чего я не принял в детдоме, не хватало какой-то заботы человеческой, типа. И вот я перенял это от Людмилы Валерьевны. Сейчас хочу помочь своей сестре младшей, чтобы она тоже достигла хоть каких-то вершин в этой жизни. То есть теперь уже ты примеришь на себя роль наставника? Да, думаю, для меня это несложно. Я и так для нее как наставник, потому что кроме меня у нее всю жизнь никого не было. Сегодня Данил является сотрудником Алмаз-Регионбанка. Он на хорошем счету, и навыки, приобретенные во время учебы, сделали его отличным специалистом. Наше дело, можно сказать, как руки банка. Если что-то сломалось, мы выезжаем или приходим, делаем ремонт, чтобы все бесперебойно работало. Ну, это серьезная ответственность на тебе лежит. Да не сказал бы то, что что-то сложное. Так, легко. Ничего сложного. Главное желание. Уверенность в себе у этих успешных молодых людей появилась далеко не сразу. Обрасти ее помогла программа «Выпускник», главной идеей которой является наставничество. Что это такое? Наставничество – это, говоря языком советского времени, шефство. Шефство взрослого человека над юным гражданином. В чем ее суть, может рассказать руководитель фонда «Семья для ребенка» Ольга Вешникова. Программа наставничества стала одним из многочисленных успешных проектов некоммерческой организации. Наш проект в фонде «Семья для ребенка», этот проект родился в 2016 году. Вообще фонд создан с 2013 года, и изначально мы ставили для себя цель социализация, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, именно в социализации, социальной адаптации, профориентации их. Ну и самое главное, это, наверное, если обобщить, это подготовка их к самостоятельной жизни. Система интернатная, она, к сожалению, не готовит детей в полной мере. И есть не только шероховатости, так скажем, а есть прямо целые пробелы. Например, в бытовых навыках, взаимодействии со взрослыми, выстраивание коммуникаций. Не воспитатель, а ребенок, да, а именно коммуникации вообще взрослые. Как модель семьи, она отсутствует, поведение. Как потом они будут создавать свои семьи. Даже вот про коммуникации. Им сложно на выходе было, коммуникацию выстраивать, общаться с комендантами в общежитиях, с воспитателями в средних учебных заведениях. Чтобы обучение бытовым и социальным навыкам было не на словах, а на деле, фонд внедрил в жизнь тренинг со странным, на первый взгляд, названием «Квартира-тренажер». Однако именно он помог ребятам научиться самым простым, но таким необходимым навыкам. Вот у нас был наставнический проект, который реализовал фонд «Семья для ребенка» совместно с социальными партнерами Алмаз-Регионбанк. И мы снимали квартиру, и все выпускники приходили туда,
Мы готовили, встречались с разными интересными людьми, проводили различные мероприятия, общались с наставниками своими. У каждого выпускника свой наставник был. Мы с ними встречались, общались, разговаривали. Они давали нам советы, мы им давали советы. И весь этот путь я прошла. Квартира-тренажер по факту это съемная квартира, однокомнатная, которая устроена была абсолютно как обычная квартира, в которую выпускник детского дома гипотетически заселяется сам и начинает самостоятельную жизнь. За нее надо оплачивать коммунальные расходы. Где счетчики? Надо посмотреть. Ее надо подготовить к встрече гостей. Оказывается, нужно делать уборку. За них в учреждениях это делают специально обученные люди. Готовят пищу тоже повара на кухне, потому что так положено в интернатных учреждениях, понимаете? Все готовое. У нас был очень смешной случай, когда мы одну девочку отправили за солью в магазин, и она пришла без соли. Она сказала: я не нашла солонку с солью, потому что она привыкла, что это уже готовая солонка с солью, понимаете? И таких нюансов очень много. Поэтому почему квартира-тренажер? Где мы тренируемся жить самостоятельно. Каждый из детей, принявший участие в проекте «Выпускник», попал в него своим путем. Путь этот по законам жанра был тернист, и порой к неосознанной самим подросткам цели вела случайность. Так произошло и в судьбе Данилы Фролова. Так, я учился в Оренбурге, закончил там первый курс, забрал документы, решил приехать на родину. Потом, как-то летом, обычный день, созвонился с сестрой, сказал то, что приеду к ней в Махсагалох. Приехал, а там в это время проходила как раз игра от Алмаз-Аргеймбанка. И, думаю, тоже поучаствовать, с сестрой время провести. Все, поучаствовал. В итоге все первые места забрал себе. И вот так, можно сказать, и связался с Алмаз-Аргеймбанком, можно сказать. Они вышли на меня, предложили сотрудничество. К слову, поддержка Алмаз-Аргеймбанка в проекте по адаптации детей-сирот к жизни оказалась более чем уместной. Ведь квартира-тренажер, бизнес-тренинги, лекции по финансовой грамотности – все это сопровождение, так необходимое для детей, могло стать неподъемным для фонда в финансовом смысле. Но их не бросили. Когда мы разрабатываем проект, в одиночку очень сложно реализовать, нужны партнерские организации, нужны те неравнодушные люди, которые так или иначе участвуют в проекте. В проекте нужны ресурсы разные, да? Финансовые, материальные, человеческие, экспертные ресурсы, информационные ресурсы тоже очень нужны. Поэтому, когда мы выстраиваем всю эту проектную деятельность, мы сразу тоже смотрим, с кем нам по пути, кто с нами. И мы на момент начала нашего проекта «Выпускник» понимали, что нам нужно выстраивать взаимодействие с директорами детских домов. По-старому детских домов, по-новому центры семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мы понимали, что их 8 в республике, и с каждым мы должны получить добро у директора вообще на вход на территорию учреждения. Есть 2 коррекционные школы-интерната, также у нас в республике, то есть 10 учреждений. Мы написали письмо в Алмаз-Аргеймбанк, это было еще в 2016 году, и с 2017 года мы начали сотрудничать. Ольга Вишникова считает, что сегодня благотворительность должна стать умной, а помощь сиротам может быть не только материальной. Горы сладких подарков приносят немного пользы, гораздо более ценным является вклад в воспитание детей, их адаптацию к самостоятельной жизни, обучение полезным навыкам. Это воспитывает в детях не только самостоятельность, приходит умение учиться, способность слушать и постигать. На самом деле это очень важно, чтобы в жизни был человек, которому ты можешь доверять, говорить о своих проблемах и так далее. Я думаю, это очень важно, чтобы в жизни каждого выпускника обязательно был взрослый человек. Если сравнивать сейчас возраст и раньше, я раньше таким, можно сказать,
чуть-чуть, как это объяснить-то, гулял, там, ничего не делал, не работал, плохо учился. Не было цели в жизни, просто там получить диплом была цель, и все. Но потом мне предложили как совместное сотрудничество. Я как бы еще во время этого, пока проходила эта квест-игра, я начал общаться, ну там, с людьми, с работниками Алмаз-Эргеймбанка. Они говорят: о, ты перспективный человек, вот, не хочешь там связать свою жизнь с банком там. Я говорю: вот, я сейчас, наоборот, только студентом буду поступать в студенчество. Они говорят: о, да, оставь свой контакт, мы с тобой созвонимся, если что, там поможем. Все, потом я устроился на учебу в ЕФЭК, закончил его, одновременно работал в Алмаз-Эргеймбанке бухгалтером. Но мне не особо нравилось, так как мне было 17 лет, там со взрослыми женщинами работаешь, поэтому не особо понравилась профессия, на которой я учился. Потом я перешел в АЭП «Капитал», там проработал год и хотел уйти в армию. Но что-то тоже не срослось. Потом начал увлекаться техникой, вот, компьютерами и так далее. И мне предложили вакансию инженера в банке, компьютерного инженера. И сейчас, можно сказать, вот работаю как сисадмин в банке. Все. Вот так. А все начиналось с обычной квест-игры. Нематериальная помощь носит название пробоно-волонтерство. Стать таким интеллектуальным помощником может каждый. Главное, чтобы было желание помочь детям и те знания, которыми может поделиться с ними человек. Если у вас есть желание, вот особенно мы сейчас приглашаем психологов. Есть запрос, и мы решили, что именно наш фонд «Семья для ребенка» мог бы сейчас стать центром входа таких пробоно-волонтеров, которые могли бы оказать помощь. В том числе психологии, педагогика, это может быть предприниматель, у которого есть автомобиль. Каждый из детей, попавших в программу наставничества, на себе ощутил всю важность присутствия взрослого человека в своей жизни. Советы старших помогли им поверить в свои силы. Теперь бывшие выпускники сами примерили на себя роль наставников. И я подумала, почему бы мне не стать наставником. И пусть мне 18 лет, ребенок, но все равно я взяла, так сказать, подопечных двух девочек, воспитанниц тоже Берегини. Им было тогда 7-8 лет, мне было 18-19. Я уже выпустилась из Берегини и прошла, можно так сказать, путь наставничества. И мы с ними на выходных просто выходили куда-нибудь в боулинг, в парк, развлекались. Я им давала много различных советов, помогала им. Мы думали после учебы, как они закончат школу, кем они хотят стать. Много анализировали, много думали. Они прислушались к моим советам. И я думаю, что сейчас у них все в жизни хорошо. Диана и Данила, ребята, прошедшие программу «Выпускник», уже встали на ноги и обрели уверенность в завтрашнем дне. А те, кому еще предстоит покинуть детские дома и вступить во взрослую жизнь, тоже будут нуждаться в наставниках. Будем надеяться, что и для них такой человек найдется. Суть наставничества в том, что у каждого человека в жизни должен быть значимый взрослый. Для детей из интернатных учреждений, мне кажется, очень важно, если такой значимый взрослый есть. А есть люди, у которых сердце открыто, они готовы, может быть, у них позитивный опыт воспитания своих детей или есть другие какие-то мотивации. И вот происходит вот такое чудо. Первые волонтеры, которые откликнулись на наш проект, были уже подготовленные нами корпоративные волонтеры Алмаз-Эргеймбанк. И мы, встречаясь с Людмилой Валерьевной Николаевой, начинаем обсуждать вот именно судьбу Данила Фролова. Она говорит, конечно, будет здорово, если еще один молодой человек в республике Саха-Якутия станет законопослушным гражданином, да, нашего общества, будущим налогоплательщиком, семьянином и так далее. Они начали дружить,
И, собственно, вот эта дружба перешла в наставничество. И до сих пор эта дружба продолжается. Вот это не игра, это история про дружбу, и это надолго.